Вместо фундамента у дома стоят гнилые плашки из ели, еловые гнилые плашки. Из-за этого дом падает на 45 градусов. То есть фундамент как таковой настоящий у дома отсутствует. Вот. Также хочу показать, вот сейчас дом включен в национальный проект «Жилье и городская среда». Нам вот рассказывают, наш дом будет расселен, только так и непонятно, какие сроки и порядок расселения. Указаны только ответственные чиновники за переселение. То, что дом разламывается на части в нескольких местах. Вот первый ярлычок здесь был поставлен 6 сентября 2010 года, и с тех пор расстояние между частями дома увеличивается. Дом изношен более чем на 80%, и он продолжает расходиться по швам и падать в одну сторону. Здесь отваливается у дома стена. Здесь можно искать и играть в кладоискатели, искать клады. То есть полностью можно попасть к нам в маленькую комнату. Здесь можно вообще сломать ноги, особенно деткам. Ну и здесь тоже крыша падает. Вот. И официально нас признали аварийным только, получается, в январе 2014 года. Вот. И в январе 2014 года, 16 января, сгорает вот эта моя единственная аварийная квартира. Здесь еще тогда жили мои родители-инвалиды. У папы был рак, у мамы болезнь Альцгеймера. И двое моих детей, которых я одна воспитываю. Сейчас девочке 15 лет, сыну 9 лет. Вот. И с тех пор, с момента пожара уже прошло 5 лет, я пишу во все инстанции, прошу нас расселить. Единственное, что я прошу, расселите нас. По закону, по жилищному кодексу Российской Федерации аварийным жильцам полагается расселение. А в такой ситуации экстренной, как у нас, когда сгорело единственное жилье, нас должны были расселить сразу, в год пожара. Но почему-то администрация города посчитала это невозможным, сказали, денег нет, ждите, ждите, ждите. И вот мы все до сих пор ждем, скитаемся, слоняемся. И сейчас еще, получается, с момента, как у нас случился пожар, нас преследуют упорно и усиленно органы опеки Советского района и других районов, потому что они все в одной цепочке находятся. Они нас преследуют из-за того, что основная причина, как они говорят, отсутствие нормальных жилищных условий. Но органы опеки, они входят в структуру исполнительного комитета города Казани. И исполнительный комитет города Казани должен нас, аварийщиков, расселить из этого аварийного жилья. То есть, получается, меня как мать-одиночки заставляют искать пятый угол. То есть ты сама виновата, что ты не расселила сама себя. Реши, пожалуйста, сама себе свои жилищные вопросы. И у тебя тогда не будет поводов, чтобы к тебе цеплялись органы опеки. То есть основная причина, по которой они подали на нас в сентябре 2019 года иск, это отсутствие нормальных жилищных условий. В нашем городе, к сожалению, если ты кому-то не угоден, а я не угодна как активный борец за расселение аварийных домов, я, соответственно, не угодна. Соответственно, тебя будут преследовать все структуры, которые связаны с ИКМО Казани. Получается так, что моя дочка учится в школе номер 15 Советского района города Казани, и директор школы постоянно собирал негативную информацию о нашей семье и о моей дочке. То есть, соответственно, информация переворачивалась вверх ногами и в таком перевернутом виде, в виде досье на нашу семью, сдавалась органам опеки Советского района. А те уже издавали как бы досье на всю нашу семью. Например, вот сейчас, когда мы суд выиграли в Советском районе суде, то есть судья Агараева, замечательная женщина, не нашла причин, по которым меня можно ограничить в правах и лишить общения меня с детьми. Вот. Но в досье было создано при помощи сотрудников органов опеки на 5 листах и в свободной форме в виде пресс-релиза. Оно раздается до сих пор на мою семью. Меня опорочили мою честь и достоинство. По этому досье получается, что я нигде не работаю, хотя я на самом деле работаю. В данный момент я работаю, занимаюсь организацией проведения праздников и оформлением мероприятий шарами, цветами и другими материалами. Вот. Мне приходится работать, да, неофициально, потому что у меня было ИП. Но меня, как предпринимателя, тоже как бы достаточно долго и упорно, жестко гоняли. Вот. И мне пришлось уйти, так сказать, в тень.